Кирилл Аданов в боксе 2 года, говорит, никакой другой вид спорта с ним и не сравнится. Джеб, кросс, хук, свинг – все удары хорошо поставлены. На турнирах, правда, пока что с переменным успехом, но большие победы впереди. Кирилл равняется на Хабиба. Он великий чемпион. Он мне нравится. Меня папа на бокс привел, и мне понравилось на бокс. Там эти удары были хорошие, прикольные. Вот поэтому меня бокс и заинтересовал. Для таких вот мальчишек главное, чтобы тренер хороший и секция рядом. А вот с этим в Сыктывкаре до недавних пор была беда. Залы для боксеров расположены на окраине, что неудобно ни юным спортсменам, ни их родителям. В городе у нас места именно зала боксов уже практически не осталось. Основная база у нас находится в лесозаводе на Савино, в спортивной школе номер 2. А в городе вот сейчас будем пробовать здесь вводить все это бокс. Инициативу Федерации бокса открыть зал в городском бассейне в мэрии города поддержали. Подыскали помещение на 3-м этаже и спонсоров. С ремонтом и покупкой инвентаря помогла одна из крупных энергетических компаний. Конечно, мы рады и счастливы, что в наше время в таких непростых условиях так много уделяется времени спорту, в том числе и детскому, юношескому спорту. И, конечно, приятно видеть, что здесь среди спортсменов не только мальчики, но и девочки. Предполагается, что в секции бокса сформируют 2 группы детей 60 лет. Будут принимать и девочек. Занятия утром и вечером, а днем персональные тренировки, в том числе и на коммерческой основе для взрослых. Мы наконец-то возвращаемся к привычной жизни, когда можно ходить, спокойно заниматься спортом. Но этот зал – яркий пример сотрудничества муниципалитета, общественной спортивной организации и бизнеса. Хочется, чтобы таких залов было больше. Бокс закаляет характер, силу духа и учит правильно расставлять приоритеты, говорит Валерия Кавун. Этим, казалось бы, мужским видом спорта она занимается с 16 лет. Сейчас решила продвигать и обучать желающих новым направлениям из фитнес-индустрии. В фитнесе, фитнес-индустрии – это самый сейчас такой, можно сказать, пиковый трендовый вариант для развития, опять же, разностороннего. Занимаются что мужчины в совместных группах с женщинами: фитбокс, кардиобокс, пилоксинг, бокс, там все, что связано. Это модно, это круто, это ноу-хау 2020 года. То есть сегодня это тренд. На торжественном открытии юным боксерам подарили инвентарь, амуницию и пожелали скорых побед в большом ринге. Его, к слову, пока что в зал не купили. Но это, говорят, дело времени. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.